Вы, наверное, как и я, все же в ожидании, когда же выйдет наконец-то 4-й эпизод. Спешу вас порадовать, что 4-й эпизод готов на 78%. И игра, возможно, выйдет летом или же весной. Но фанаты уже вовсю трезвонят, что процесс был фейковый и что, возможно, игра вовсе не выйдет, а будут каждую неделю прибавлять по проценту и просто нас как бы уведомлять. Но хочу вас, предупредить. Игра, во-первых, делается, и вас не обманывают. Возможно, все готово, но они лучше знают, когда следует выложить 4-й эпизод, когда именно, в какой день, в какую минуту, в какую накросекунду. Ведь они очень сильно стараются, и как бы бросать на все полпути это... И хай народ, у аппарата, как всегда, несменный его ведущий, я, Дэн Флоп. И сегодня у нас, как всегда, ваша любимая рубрика «Новости по 4-му эпизоду». Сегодня мы разберем, сколько процентов игры уже готово, какие сцены нас будут ждать, что там по манге, какие новости и что нового добавили в игру. Ну а перед тем, как я начну, по традиции ставим лайк, подписываемся на канал и пишем ваш самый ценный комментарий. Ведь поскольку ваша активность для меня, она самая любимая награда. Ведь мне очень приятно видеть то, что мои труды как-то взаимно оплачиваются вашими лайками и комментариями, и также подпиской. Я при этом вижу, что мои старания не зря, и продолжаю пилить для вас контент. Ну а я начинаю. 4-й эпизод готов на 78%. Был устранен баг с заменой шрифтов после игры зайчика на китайском языке. При возвращении на любой другой язык шрифты слетали и становились обычными дефолтами. Теперь этот баг устранен. Новый арт продолжает наполнять эпизод. Скоро увидите его в игре. А пока что вам пошаговый процесс рисования Полины из 4-го. И также в Иркутске прошел фестиваль Бикайл Geek Con Arcane, на котором можно было заметить героев из новеллы «Зайчик» Катю Смирнову, Алису и Антона. Здесь вы можете видеть фотографии, которые были тогда на данном фестивале. И да, поскольку видео не было долго по весомым причинам, позже я вам их озвучу, поэтому я буду озвучивать и ту информацию, которая была до этого. Например, и 4-й эпизод был готов на 77% и на 76%, ведь до этого не было новостей. Поэтому 4-й эпизод готов на 77%. Вот вам один из терминов нашего словаря. Это новый термин. На всех направлениях ведутся работы, а вот словарь для 4-го эпизода уже готов полностью и прикручен к игре. А это значит, что мы с вами стали еще на шаг ближе к релизу. Раньше, например, в демке никакого словаря не было. Он был создан только, чтобы пояснить русский быт иностранцам, чтобы обязательно нужно пояснить подсказкам наш мудрый переводчик на английский. Ну, здесь название переводчика, но из-за технических ограничений пришлось оставить словарик и в русской версии игры. Тогда нам пришла отличная идея, как можно поработать и с русскоговорящей аудиторией. Наш смекалистый стал пояснять реализ 90-х молодому поколению, а олдам помогать пустить ностальгическую слезу, напомнив подробности о данном знакомствах, личностях или культурных явлениях с Айкона. В принципе, они большие молодцы, что поясняют некоторые термины и некоторые вещи, которые, например, дети 2000-х, то бишь я, не застал. Ну, как бы знаком с этим, но, например, возможно, был знаком неправильно. А он, этот данный человек, Евгений Сокарев, пояснил, за что, с чем и как это все нужно. Он большой молодец, что проделал такую большую работу. Если ты видишь это видео, то манга «Любовь, смерть и клубника» уже начинает появляться в магазинах. В Санкт-Петербурге вы можете купить ее в 28-м, один из старейших комикс-шопов России. Также в этом магазине вы можете найти другие комиксы, мангу и мерч. 28-й. И это сайт. Адрес: Санкт-Петербург, Боровая, 52Б, метро, обводной канал. Если вы живете в другом городе, то всегда можете заказать мангу с доставкой в любую точку России на нашем сайте. Мангу я еще не приобрел, но желание, естественно, есть.
Она стоит сейчас 400 рублей. Четвертый эпизод готов на 76%. Вот вам кое-что интересное. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Подобно длани Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Сегодня речь пойдет о пасхалках. Каждый автор вносит в свои произведения свои вкусы и причуды. Когда долгое время трудишься над большим проектом, иногда хочется как-нибудь себя развлечь. 6 мая 2021 года от нас ушел великий Кентаро Миура. Я, как большой фанат Берсерка, решил почтить память мангаки пасхалкой в игре, тем более, что для этого был крайне подходящий. Произведение Берсерк я как бы не ознакомлен, но наслышан о нем очень много. В основном очень хорошее впечатление, и мне как бы хочется тоже ознакомиться с данным произведением, так что как-нибудь ознакомлюсь. Ну и мне как бы хочется ознакомиться именно с первоизданием. Четвертый эпизод готов на 75%. Вот вам вырезанный кадр из второго эпизода по ветке одиночества. Ступая на неизведанную территорию, необходимо проводить эксперименты. В больших компаниях для этого существуют целые производственные отделы, именуемые лабораториями. Так сотрудники тестируют свои идеи, и если удается найти что-то стоящее, вводят в игру. У нас нет такой роскоши, поэтому в основном приходится платить своим временем. Многое делается для того, чтобы понять, что это решение не работает, и отказаться от него. Так было, например, со скримером лисы в альбоме. Сначала это действительно казалось мне хорошей идеей, но как только это было реализовано в игре, стало очевидно, задумка слабая и предсказуемая, поэтому я безжалостно выкинул такую банальщину. После наш сценарист Евгений предложил более хитрую подачу, она и осталась в финале. Конечно, сначала пришлось еще и потрудиться над созданием картинки с батей, орущим на ухо Антону. Зато ситуация стала гораздо неожиданнее, чем скучная лиса, которую ты предсказываешь задолго. Ну и еще у меня есть пару кадров. Давайте мы их тоже разберем. Я их специально оставил на конец. И да, напишите прямо сейчас в комментариях, кто сейчас смотрит ролик, кодовое слово 4 и процент. То есть 4%. Или просто четвертый эпизод. Как вам угодно, но 4% желательно. Я сразу пойму, что вы до сих пор смотрите видео. Мы с вами видим кадр, где у нас Антон стоит рядом с трактором. Вообще этот кадр как бы решили удалить. И возможно он не будет в игре. Но потом все-таки я знаю, что Сайкона выкладывал у себя его в бусте, но потом почему-то удалил. Но мне все равно кажется, данный кадр будет. Поэтому мы перед вами видим трактор. Возможно, белорус, возможно, просто какой-то старый трактор с тех времен. И видим перед нами Антон, который что-то говорит. Ну, на нем написано на кадре, но кадр довольно-таки интересный. И, кстати, персонажем-трактористом мы так и не знакомы. Поэтому... Ну и по поводу Other Story. Кстати, Other Story, или же по-другому Tiny Bunny, другая история. Там хотят сделать озвучку. Они набрали большую кассу и решили оплатить озвучку данной игре. Вроде как у Антона не будет оригинальный голос, а большинство озвучивающих персонажей им удалось договориться и как бы озвучить игру. И в связи с новым обновлением будет озвучка. И вообще они планируют сделать 28 глав. Вау! Прикиньте, даже в Tiny Bunny столько нету глав. Всего в Other Story я играл, плейлист у меня есть, можете посмотреть прохождение, если же вам лень проходить самим. Или же можете просто прийти к ним в группу ВКонтакте, и там есть ссылки для скачивания как на iOS, на Android и на Windows. Ну или какая у вас еще там система, и вы можете сами поиграть. Конечно, я рекомендую и посмотреть у меня прохождение, и рекомендую самим пройти. Ведь перед прохождением самим у вас будут совсем другие впечатления. Уж поверьте, ведь потому что я сам смотрел прохождение, а когда уже сам я прошел игру, впечатление совсем. Ну, а на этом у меня новостей все. Поэтому жмякаем лайк, подписываемся на канал.
Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пишем комментарий, один комментарий, и вы большие молодцы. Видео попадает кому-нибудь в рекомендации, кому это нужно. Ну, а мне как приятно видеть, что вы смотрите мои видео, и как бы это меня мотивирует продолжать делать контент. Ну, у аппарата был, как всегда, я Дэнфлоп. Еще раз увидимся, ну и всем пока. До новых встреч.